Сегодня идет восстановление храма Пресвятой Богородицы. Начиная с 2014 года у нас идет восстановление храма. История храма такова, что в 1833, с 1833 по 1836 год местные жители, это село, где было единственное село в районе крепостного права, на средства Анны Александровны Машканцевой, купеческой жены, жители стали строить вот этот храм. Глину смешивали на яйцах, и каждый кирпич примерно весил 5 килограммов. И вот сами в течение 3 лет они этот храм строили. Храм был построен, и в 1936 году произошло освящение храма. И сегодня исполняется как бы 180 лет, как храмозданная грамота была выдана, и селу исполняется вот такая как бы дата, круглая дата получается. 7-й год уже как силами казаками начало возрождаться село. Постепенно решили восстановить храм. В 2013 году, с ноября месяца, решили осмотреть полностью, оформить документы, и затем после Минюста начали восстанавливать храм. В течение уже 2 лет служба идет в этом храме, но надо дальше продолжать, потому что более половины сломанная. Почему мы именно решили восстановить? Потому что, во-первых, архиепископ Ювеналий, он был крещен здесь. Ювеналий, владыка Ювеналий, который родители здесь у него жили, он здесь у нас родился, но вот дед его почему-то все звал архиерей, потому что он был еще немножко постарше моего деда, но все равно в деревне все друг друга знали, все юноши, все равно мальчишки, и он с ним подружились. Ну, конечно, так это, по-деревенски, вместе вот учились. Ну, учился он вперед, конечно. Владыка Ювеналий учился тоже. У нас была школа тут при церкви. В 1836 году этот храм открылся. И далее был уже пристрой. Церковно-приходская школа в 1837 открылась, где учился местный наш Ювеналий. Было 40 отроков, из них 19 девиц. Это уже на 2-й учебный год уже было, учились. Слишком, так сказать, на несколько деревень этот храм служил. И вот сейчас надо хотя бы немножко возрождать духовное у населения. Потом он здесь закончил и уехал, Ювеналий, в Сарапул, в училище, там в духовное учиться. После, значит, уже это было годы такие, он потерялся, и вот в деревне такой шел слух, что Ванька потерялся. Но он, оказывается, уехал, учился все в духовных училищах, потом он в Перми долго учился. А мать у него была набожная, и бабушка была, а отец работал у него писарем у нас. Владыка Ювеналий родился в 1875 году. В 1894 году он впервые побывал в Верхотурском монастыре, где у него возникло желание быть монахом. Приехав домой, он получил благословение матери, Тихвинской иконой Божьей Матери.
на поступление в монастырь, но поступил он только лишь в 1896 году, после несения военной службы. Поступив в монастырь, он в 1900 году принял монашество с именем Ювеналий. Был келейником отца Варлаама. Далее был назначен и строителем нового собора на Белой горе. Нес много послушаний. Когда возникла необходимость, даже и для паломников это нужно было, создать в городе и в пригороде Белогорское подворье, он был назначен на это подворье настоятелем. Виден сразу же вообще вот в биографии владыки Ювеналия прослеживается его организаторские способности, его административные способности, да. Он, кстати, и преподает в пасторской школе имени Иоанна Кронштадтского. Короткое время преподает, но в основном он администратор и организатор. Здесь, опять же, было основано Пермское отделение палестинского общества. И Ювеналий был, как это точно называлось, помощником казначея. То есть не самим казначеем, а во всяком случае распорядителем. У него была такая жилка, как вы знаете, он всегда умел считать, как говорится, денежку. Вскоре возникла другая проблема. Значит, Белогорскому монастырю была дарована земля близ села Илова, в 5 километрах, куда был направлен Серафим, иеромонах Серафим, для решения вопроса о создании там обители или что-то. Было решено создать там пустынь. Братья ее назвала Фаварской, так как это было, значит, рядышком огромная такая гора первозданной природой, была заросшая лесом, и там решили создать вот эту вот обитель иноческую. Туда был направлен строителем пока отец Ювеналий, тогда еще. Вот, значит, кроме того, он оставался и на подворье, но был и строителем. С началом войны жертвовали абсолютно все настоятели монастырей, и в том числе и, значит, Ювеналий золотом, там золотой наперстный крест. То есть это очень высокая награда, которую он имел. Он сдает фонд, значит, императора Николая II, он сдает без сожаления. Вот. Точно так же поступают и его братья в монастыре. В 18 году, когда началась гражданская война, Пермская губерния стала прифронтовой полосой. И впервые в июне 18 года, в годы гражданской войны, образовался первый фронт, фронт Восточный. И, естественно, Пермская губерния оказалась, скажем так, на военном положении, и вышли специальные постановления о прифронтовой полосе. Когда гражданская война была, он ушел с Колчаком вместе, там он в Китае долгое время был, мы знаем это. С уходом Колчака ушло около 2000 священно-церковнослужителей. Если предположить, что в Пермской епархии было всего лишь 3000 священно-церковнослужителей, то речь идет о 70-80% всех священно-церковнослужителей, которые просто ушли с Колчаком на восток. И многие попали из них впоследствии потом и в северо-восточный Китай, Маньчжурию. Прибыв в Харбин, а там в Харбине было очень много наших эмигрантов русских, в том числе купцы Стариковы, пермские, которые помогли ему в Харбине создать монастырь. Сохранился семейный альбом Алиных.
И там 2 страницы посвящено как раз фотографиям Руфине, и еще был такой владыка Ювеналий. Он тоже из Пермской губернии, с Белогорского монастыря, и эта дружба продолжалась до 1935 года. И эти фотографии как раз говорят о чаепитии за 2 года до смерти Руфины уже в Шанхае последующей. Это был 1935 год. Моя мама, моя тетя, дяди жили еще в Харбине, еще не были замужем, так, были молодыми девушками. Вот. И, значит, они присутствовали на всех этих встречах. И я еще с детства, с самых младенческих можно лет, слышал вот это необычное имя Ювеналий и необычное имя Руфина. То, что на памяти у меня вот эти имена как бы сохранились. И теперь, когда я уже в преклонном возрасте оказался в Чердене, это все, естественно, всплыло, и даже совсем немножко в другом ракурсе. То есть я понял, что происходило тогда и что это было. Так вот, владыка Ювеналий моей маме тогда, в 1935 году, подарил фотографию, где помещены Дальневосточная епархия зарубежная, Харбинская. И на обратной стороне этой фотографии была сделана надпись: «Благочестивой землячке Марии Алиной от владыки Ювеналия». То есть вот такая сохранилась запись интересная на этой фотографии. А когда прозвучал призыв, там, скажем, патриарха Алексея Симанского, он вернулся, значит, служил в Омске, вот, потом, значит, его перевели на кафедру в Ижевск, служил в Ижевске, значит, все время рвался в Пермь. История с переездом в Удмуртию в жизни владыки достаточно драматичная, потому что в то время, когда как раз он приехал в Россию, это было время поворота церковно-государственных отношений, и открывались новые кафедры, церковь немножко почувствовала ослабление режима в отношении себя, и архиереев катастрофически не хватало. И поэтому даже очень престарелые архипастыри были востребованы, в крайней степени. И мы видим это в судьбе владыки, когда он приезжает в Россию, его назначают то на одну, то на другую кафедру, все время перемещая по огромной нашей стране, сначала Дальний Восток, Сибирь. Вот. И, во-первых, сказывалось уже, возраст его, серьезный уже был возраст, очень. А во-вторых, как у всякого человека, наверное, он хотел закончить свои дни именно в родной земле, там, где родился. И он обращается с письмом к святейшему патриарху Алексию I, что в связи с освобождением Ижевской кафедры прошу разрешить мне переместиться на Ижевскую кафедру и назначить меня Ижевским и Удмуртским, а значит, большую кафедру готов сдать более молодому архиерею, который способен будет ее объезжать просто хотя бы. С возрастом человек возвращается к своим, так сказать, корням. Это не только для Ювеналия свойственно, это свойственно абсолютно всем. И он, конечно, хотел. Но и потом у монахов существовало неписанное правило. Они могли жить в одном монастыре, в другом, в 5-м, 10-м, но они всегда возвращались туда, где их постригали. Где-то в августе 1951 года мне было 14 лет. Я, конечно, все хорошо запомнила. Вон на 2 машинах приезжали, там он, конечно, со свитой со своей, потому что, видимо, в Сарапуле была служба у него, а потом он на могилу приехал. Раз дед знакомый, письма, конечно, не писал, но так все равно больше у нас тут никого не было. И мы все тут, вся улица на кладбище собрались. Он отслужил панихиду на могиле родителей, и потом наш дед, Дмитрий Иванович его звали, пригласил его в дом. И тут у меня бабушка была еще жива, мама, все, значит, угощали, потому что дед еще пчел держал, мед был, корова была, так что угостить было есть чем.
Так что я лично видела, и я на всю жизнь запомнила его на кладбище, как он в одеянии, значит, в таком епископом, все в золотом. И посох был большой, у него посох, конечно, церковный, все. И вот на кладбище они пешком пришли. Тут проехать было плохо, машины стояли здесь. И у нас попили чаю, угостили, накормили мы их в доме. Так что я запомнила Ювеналия Владыку на всю жизнь. Вот как перед глазами он у меня стоит. Мы знаем, что очень слежка такая была, и сохранили, ведь его тайно похоронили, когда он умер ночью, и на третий день только постоянно КГБшник, там представитель с КГБ следил, хотели эту церковь уже вообще убрать, уничтожить, и уже все, он, говорит, уже умер, как здоровье, а он уже умер. Есть действительно много версий, касающихся этой истории, ну, более-менее правдивой, более-менее, так сказать, не легендарной, является история о том, что, конечно, время кончины было известно органам госбезопасности, это было невозможно тогда, чтобы что-то они не знали, тем более, что, согласно документов, секретарь владыки, в общем, докладывал о его передвижениях, о его состоянии, докладывал уполномоченному, поэтому, конечно, он был в курсе. Поэтому говорить о том, что не знали, это будет просто неправда. Вот. Особенно торжественных похорон, какого-то массового шествия с телом владыки тоже не было. Но, тем не менее, в похоронах архиепископа Ювеналия участвовало, архиерей участвовало много духовенства, поэтому количество людей, пришедших, было велико. Вот. По завещанию владыки его похоронили здесь, в Троицком соборе, и сделали это очень верно, очень правильно. Могила владыки послужила как бы защитой собора, потому что когда собор хотели позднее снести или перепрофилировать здание, то обстоятельство, что здесь находится могила человека известного, и без разрешения его родственников ничего нельзя с ней сделать, а родственников у него никаких не осталось, кто бы мог разрешить, то есть прямых потомков детей не было у владыки, и вот оно сыграло, это обстоятельство, тоже определенную роль в пользу собора. Конечно, в те поры не думали, какой святости человек. Но это было так важно прийти в дом, где все по-другому. Вот все по-другому. Вот то, что говорили, дом не сохранился, да, это был двухэтажный дом со вторым этажом. Первый этаж был вот как вот сейчас здесь. Немножко такой сумрачный, потому что низковато это было. Но стол, за которым в празднике помещалось столько человек, вот остался тоже как вот памятью того, что это невероятная доброта. То есть в детстве-то что нужно? Доброта. Помечались, вот владыка нас благословил. И потом у нас родилась девочка. Хотели назвать ее Машей, Марией. И он сказал, нет, Мария, не называйте Марией, назовите Любовь, чтобы у вас была любовь. Любовь, всегда была у вас любовь. В семье. В семье была любовь. Так и назвали девочку. И ходили часто. Я не работала, и не училась уже, потому что сидела с этой девочкой. И часто очень ходила к ним. Помню, как нас приглашали всегда вверху. Особенно запомнился случай, так редко запоминающийся. А этот запомнился, потому что девочка маленькая была на руках, она схватила чашку с кипятком. Вот. Этот случай очень запомнился, но вот очень быстро девочка ножку немножко оборила, но очень быстро поправился, владыка молился. Это его молитва. Сразу поправилась она быстро. Но праздничные застолья были
удивительно. Вот так же, как вот здесь, допустим, кресло, за которым сидел владыка, ну, как обычно, допустим, длинный стол, он говорит прямо по-английски, длинный стол, во главе которого сидит владыка. Вначале, конечно, молитва, и потом все садятся, дети собирались тоже, и там обязательно, вот я впервые пробовала Пасху. Что-то было удивительно вкусно, просто удивительно вкусно. Куличи пекли, конечно. Вот это удивительная Пасха. И вот расположенность к детям. Владыка всегда приходил на службу со встречей. Всегда была торжественная служба, начиналась в 10 часов литургия. И вот когда Иван Алексеевич уже, смотрим, несет одежду владыкину, заносит ее в алтарь с таким торжеством. Всегда службы были очень длинные, до 2 часов дня. А здесь ведь вот как бы травка была, мы не успевали к вечеру даже домой сходить, покушать не успевали. И сидели на травке вот у храма, кусочек хлеба с собой возьмешь, перекусишь. А вечером уже владыка опять тут. Опять он на службе, и пели акафист на распев. За кафедрой мы вставали на клиросе. С клироса мы уходили и вставали за кафедру, и всем народом пели на распев акафист. Одно воскресенье Божией Матери пели акафист на распев, другое воскресенье Спасителю. И вот он приходил на клирос, как бы простой рабочий, как бы простой певчий. И мы с ним книгу вот держали, вот вместе вот так вот книгу держим. За одну сторону он держит, за другую сторону я держу, грешная душа. И если надо что-то попросить благословения, мы тоже идем к нему. И считаем, что он святой. Для нас святое. Мы обращаемся к нему, как к святому. Ювеналий всегда с нами. Он нас небо благословляет. Всегда мы так считаем. Всегда, в любое время года здесь свежие цветы, потому что могила пользуется большим-большим почитанием со стороны верующих. Очень многие люди, приезжая в Ижевск, подходят к этому месту, просят благословения святителя, молятся здесь и получают и исцеление, и помощь в своих, в общем, разных делах, прикладываются к кресту святителя. И, конечно, мы стараемся сделать все для того, чтобы прославить святителя в лике местно чтимых святых. Документы, необходимые для этого, собраны и отосланы в синодальную комиссию по канонизации. И надеемся, что Бог даст, и живы будем, и мы будем свидетелями того, как по благословению Святейшего Патриарха совершится это замечательное доброе дело. Последуем примеру благочестивому, и мы с вами приложимся к могилке святителя и спросим его благословения. Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас.